Někdo by si mohl pomyslet, že systém státních vlajek vznikl sám od sebe. Že jedni si zvolili vlajku jednobarevnou, další s 2 pruhy, se 3 nebo rovnou s 12. Ale kde pak? Vlajkový systém prozrazuje, jaké poslání bylo předurčeno každému ze států na dobu platnosti jeho vlajky. V této knize naleznete odpovědi na to, jak vznikala světová hierarchie států a jak je postavení každého z nich vyjádřeno na jeho státní vlajce a státních symbolech. Dovíte se, co je to metoda řízení vůdce. Osvojíte si základy heraldiky a upřímně se podívíte nad textem státní hymny několika důležitých států. Kniha Státní symboly a státní suverenita na vás čeká v internetovém obchodě Zakázané vzdělání.cz. Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Мы с вами встречаемся впервые в новом году, в 2024 году. Очень рад, что вы опять нашли время на ответ моих вопросов. У меня вопрос такой к вам. 21 декабря прошлого года в Праге произошла катастрофа, теракт, убийство студентов философического факультета Пражского университета. Как всегда, после теракта появилось много версий и не очень понятные заключения о полиции, включая русский след, куда нам без него. Скоро пройдет 2-й месяц, убийца объявлен, и страна потихонечку забывает и живет своей жизнью. Валерий Викторович, я помню, вы уже довольно давно в своей основной программе на русском языке касались этого мирового феномена убийств в школах и университетах. Откуда они берутся и чему они служат? Не могли бы вы повторить для чехословацких слушателей свой взгляд на это явление в целом? И, конечно, если у вас есть свои соображения или даже информация по пражскому случаю, поделитесь, пожалуйста.